Ассаламу алейкум, ардахты ағайын. Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала «Сделано в Казахстане АК-79». После ареста хана Губайдуллы Уалиханова, который был признанным лидером казахов Среднего Жуза в борьбе против Российской империи, вся тяжесть руководства восставшими казахскими сарбазами легла на плечи Касым-Төре. И первым соратником Касыма, его верным полководцем, стал старший сын Саржан. Саржан, как и все сыновья Касыма, с детства получил воспитание настоящего батыра. Отважный наездник, прекрасный стрелок и храбрый воин, Саржан отличался еще и редким красноречием. Такие качества уже с детства показывали, что в будущем из Саржана вырастет прекрасный казахский правитель. Но судьба распорядилась иначе. Возглавив вместе с отцом движение за освобождение Губайдуллы хана, Саржан постепенно становится известным среди казахов. Когда же Губайдулла хан был освобожден и вместе с Касымом-Төре начал борьбу против колониальной политики Российской империи, Саржан становится одним из главных батыров Губайдуллы хана. Впоследствии, когда Губайдулла хан по совету Касым-Төре стал старшим султаном Кокшетауского округа, то Саржан также по совету отца соглашается занять должность управляющего Карпыкской волостью Каркаралинского округа. Однако очень быстро становится понятно, что сотрудничество с российскими властями невозможно, и Саржан в 1825 году вновь собирает отряды. Основными требованиями, которые выдвинул Саржан российской администрации, были уничтожение созданных округов, вывод российских войск из казахской степи и восстановление казахского ханства. За очень короткое время под знамя Саржана собрались казахи из родов Хожа, Тама, Аргын, Керей, Уак. В середине 1826 года Саржан переносит свою ставку на урочище Бугалы и Тағалы, где к нему присоединяются казахи из родов Карагесек, Юсун, Жағалбайлы. Это говорит о том, что восстание Саржана охватило земли не только Среднего, но и Младшего Жуза. Близкими соратниками Саржана становятся такие известные казахские султаны, как Аблай Ғаббасов и Сартай Шыңғысов. Одним из самых близких соратников Саржана был Кенесары, который возглавлял один из отрядов в армии своего брата. И еще, самое интересное, в войсках Саржана было немало беглых русских крестьян, татар, башкир, что говорит о том, что восстание Саржана не было националистическим, а это было национально-освободительное движение. Собрав большую армию своих сторонников, Саржан решает напасть на Каркаралы и разгромить размещенное там управление Каркаралинского приказа. И хотя плохо вооруженные казахские сарбазы не смогли захватить город, Саржан этим самым продемонстрировал, что в будущем он может стать серьезной угрозой для российской администрации. Не сумев захватить Каркаралы, Саржан направляет свои усилия теперь на караванные пути, решив перерезать торговые пути российских купцов. Вначале недооценившая Саржана российская администрация теперь решает предпринимать решительные меры по подавлению этого восстания. О том, какой масштаб имело восстание Саржана, можно понять по письму омского областного начальника генерал-губернатору Западной Сибири от 28 августа 1828 года, в котором пишется, что Саржан со времени открытия внешних округов почитается одним из самых буйных и беспокойных султанов Средней Орды, производя в степи возмущение, подговоры, насилие, грабежи и явное противодействие вводимому порядку. Для борьбы против войск Саржана в казахскую степь Россия направляет крупные военные формирования.
В середине 1831 года царский карательный отряд численностью в 500 казаков совершает налет на аулы Саржана. Погибает 450 мирных жителей, десятки человек были захвачены в плен. В марте 1832 года из урочища Слуколь Саржан во главе отряда из 400 сарбазов нападает на аулы, поддерживающих Россию казахских биев. Но и тут против него быстро выдвинулся отряд сотника Потанина, вооруженный артиллерией. Завязался горячий бой. С наступлением темноты отряд Саржана под давлением превосходящих сил был вынужден отступить. Эта неудача побудила Саржана перейти к другой тактике. Вообще следует отметить, что Саржан был прекрасным и мужественным человеком, который не боялся признавать свои ошибки и старался всегда извлечь уроки из неудач. И после поражения от отряда Потанина в районе Сулуколя Саржан приступает к поиску союзников для борьбы против Российской империи. Посланники Саржана были направлены в Китай, Коканд, Хиву и Бухару. К середине 1832 года, теснимый царскими войсками, Саржан откачевывает во владение старшего жуза. Вместе с ним уходят подвластные ему роды Алтай, Тока, Кирей, Уак, всего 40 тысяч семей. Это подтверждается донесением Омскому областному управлению полковника Федора Шубина, являвшегося начальником отряда сибирских казаков. В своем донесении Шубин пишет о том, что все волости, подведомственные Саржану, ушли к коканскому правителю, заплатили последнему дань и остались под его властью. Приехав в Южный Казахстан, Саржан со своими сторонниками занимает побережье реки Чу и земли, прилегающие к Туркестану. И хотя этот регион на тот момент находился под властью коканского хана, Саржан воспользовался тем, что в старшем жузе не было своего хана, и провозглашает себя правителем здешних казахов. После этого Саржан начинает самовольно распределять земли и кочевья. Так, его младший брат Кенесары получает в свое распоряжение аул Карнак и с помощью Ишана Рахман-Излера углубляется в изучение Корана. Появление такого популярного казахского лидера, как Саржан, да еще со своими войсками, конечно же, встревожило коканского хана. Он приказывает правителю Ташкента Лашкару Кушбеги нейтрализовать эту внезапно появившуюся угрозу. Вначале правитель Ташкента, который не владел конкретной информацией о войсках Саржана, заключает союз с Саржаном против России. При этом Саржану было поставлено условие вернуться на земли Среднего Жуза и там, на месте, продолжить борьбу против Российской империи. И следуя этому союзу, Саржан переселяется в район Улутау и даже основывает там несколько военных укреплений. В ответ на такие действия Саржана в 1832 году генерал-губернатор Западной Сибири Вельяминов срочно формирует крупный отряд под командованием генерал-майора Броневского и отправляет его захватить Саржана. Но и прекрасно вооруженным царским карателям с огромным трудом удается вытеснить Саржана из Улутау и заставить его вернуться на земли Коканского ханства возле Ташкента. Но несмотря и на эту неудачу, Саржан не прекращает борьбы. В течение 1833-1834 годов во главе своих отрядов он неоднократно нападает на аулы подвластных царской России султанов и биев, а также на торговые караваны, русские пикеты и казачьи разъезды. Вскоре Саржан приступает к новым переговорам с правителем Ташкента Лашкаром Кушбеге, где требует предоставить ему право привлечь к восстанию казахов старшего жуза и даже родов, подчиняющихся ташкентскому правителю. Но это, конечно же, никак не соответствовало интересам коканского хана, который желал использовать Саржана для завоевания казахов Среднего Жуза и усиления своего влияния среди казахов Старшего Жуза. Поэтому, по приказу коканского хана, правитель Ташкента всячески стал затягивать переговоры.
И тогда отважный Саржан, который понял, что никто в Ташкенте или Коканде и не собирается помогать ему, решает поднять на борьбу казахов старшего жуза против Коканда. Это стало, в свою очередь, последней каплей, которая привела к трагическим событиям. Прекрасно понимая, что Саржан теперь уже не приедет в Ташкент, Лашкар Кушбега приглашает его на переговоры в крепость Аулията. Хотя эта крепость и управлялась коканским наместником, она находилась на земле старшего жуза. Поэтому Саржан со своими близкими соратниками без особых проблем согласился. Однако Саржан не предвидел, насколько далеко может зайти человеческое коварство. Заранее усыпив охрану Саржана во время обеда, коканский наместник и ташкентский правитель вскоре убивают Саржана вместе с братом Есенгелде и сыном Ержаном. Вот как описывает гибель отважного Саржана казахский писатель Ильяс Есенберлин в своей книге «Хан-Кене». 8 янычар вошли в комнату для гостей вместе с Есенгелдой и Саржаном. Увидев одного перебирающего четки Кушбега, оба султана поклонились ему. И в этот момент 2 острых ятагана неслышно коснулись шеи каждого. Обезглавленные тела сделали еще по 2 шага вперед, рухнули на колени перед Кушбега и, повернувшись по 2 раза, затихли. Как овцы перед тоем, спящими, были перерезаны все 18 джигитов, сопровождавших казахских султанов на переговоры. Вот так закончилась жизнь отважного внука Аблая Саржана, который, останься он в живых, мог бы, если не восстановить ханскую власть в Среднем Жузе, то хотя бы освободить присырдаринские города и старший Жуз из-под власти Коканда. И как знать, как тогда бы повернулась бы история казахского народа. Но случилось так, как случилось. Отважный Саржан был предательски убит. Но Саржан и перед смертью сделал для казахского народа шаг, подобный подвигу. Направляясь в Аулиату на переговоры, он заставил своего младшего брата Кенесары остаться в ауле, хотя до этого Кенесары всегда сопровождал Саржана. Кто знает, возможно, Саржан предчувствовал свою гибель и предусмотрительно оставлял Кенесары дома. А может, это просто стечение обстоятельств. Однако, как бы там ни было, после смерти Саржана на историческую арену выходит Кенесары, и вскоре в казахской степи разворачивается настоящая освободительная война против Российской империи.